проблема у нас в том, что очень большое несоответствие молдавского законодательства и нашего внутреннего. Есть положение наблюдательного совета, есть устав компании, есть закон о телевидении и радио. Вот это все вместе надо привести в соответствие. У нас получается, все хотят власти, наблюдательный совет хочет власти, председатель хочет власти, директора хотят власти, народное собрание хочет власти. Мы должны разобраться, кто чем конкретно занимается, потому что в нормативных актах расписано очень размыто. Сегодня в деятельности общественной телерадиокомпании «Гагауз ТВ» наблюдается слишком много политики. Именно политика и политический фактор дестабилизировал ситуацию на КГРТ. Председатель телерадио должен быть с оппозицией. Будь это власть, будь другая, чтобы они имели возможность на общественном начале контролировать работу власти. Это будет правильно. Это будет правильно. А если будет и власть, и телерадио, и все, и мы будем зомбировать наших людей под одну политику, это неправильно. По завершению этого круглого стола с общественностью пришли представители разных общественных организаций, общественные лидеры. Сегодня были яркие споры, как даже можно сказать, жесткие порой, но выработаны общие есть решения, которые мы, конечно же, направим в адрес руководства Гагаузии, Народного собрания Башкана Гагаузии. Есть определенные наметки, я вот могу отметить, что мы выявили в том, что на самом деле есть проблема с осуществлением закона о телевидении и радио, что есть какие-то моменты, где нужно внести изменения, нужно дополнить этот закон. В рекомендации будет в том, чтобы улучшить законодательство Гагаузии. Также есть рекомендация о том, чтобы наблюдательный совет телерадио Гагаузии выбирался народным собранием, но с согласованием Башкана Гагаузии. Есть также была рекомендация, войдет, чтобы Башкан назначал напрямую директора телевидения, радио, то есть и председателя общественной компании, и наблюдательный совет вел деятельность такую контролирующего органа, надзирательного. Это все рекомендации, мы это все оформим, это все будет отправлено. Также, что сегодня мы пришли к единому мнению, что нужно ввести в закон о телевидении и радио Гагаузии момент о прозрачности, и где отчеты финансовые будут публиковаться в газете, в Канон Экспресс, официальной газете Гагаузии, и также на сайтах телерадиокомпаний. Так как это делается в международной практике, для того, чтобы у нас было меньше скандалов о том, куда, что, какие деньги бы тратились. Кроме этого, было предложение по национальному заказу, оно обсуждалось, также представители частных компаний были. То есть национальный заказ, чтобы государство, то есть исполнительный комитет, Народное собрание, другие государственные органы имели взаимоотношения с ГРТ на форме национального заказа. Но в этом национальном заказе тоже могли участвовать, например, другие частные телекомпании. Потому как мы видим сегодня, вот как Леонид Федорович отметил, Добров, что сегодня 5 камер было, одна из них общественная, 4, то есть не общественные, да, частные компании. То есть, опять же, определить, может быть, рекомендация будет какой-то процент из общего финансирования для того, чтобы выделялся этим частным компаниям по национальному заказу. Национальный заказ – это, то есть, изготовление передач, радиопередач, телевидения на тему Гагаузии, гагаузской культуры, гагаузского языка, освещение выборов, освещение деятельности исполкома Гагаузии, Народного собрания, других органов местной публичной власти. То есть об этом говорится. Вот это основные те общие моменты, на которых остановились участники нашего круглого стола. Конечно, это нужно оформлять для того, чтобы нужно как-то поднимать, привлекать интерес жителей Гагаузии, общественности к тому, что происходит на общественной телекомпании, потому как она финансируется из государственного бюджета, из денег налогоплательщиков, и мы должны более быть активными, интересоваться теми вещами, что сегодня происходит с нашими деньгами.